Банальное обстоятельство убийства, обычная пьяная ссора стала причиной страшного преступления. Мужчина на этих кадрах рассказывает, как он отделял голову и конечности от туловища своей жертвы, чтобы потом все это спрятать. Сначала просто резал, потом подумал, что человек убил. Я отключился, сам не знаю, что голову отрезал. После расчленения тела обвиняемый вывез его в лес, где и закопал. Пропавшего искали 4,5 месяца. Выйти на преступника удалось лишь в начале октября. Оперативники задержали мужчину, который сообщил им, что исчезнувший человек давно мертв. Но и после задержания обвиняемый долго не мог показать место, где спрятал труп. Те места, которые указывали нам обвиняемый, точнее указывал нам обвиняемый на тот момент, путем раскопок по личным подручным средствам обнаружить не удавалось. В дальнейшем, уже 17 октября, обвиняемый указал то самое место, с разницей в 1-2 метра. После судмедэкспертизы тело было опознано. Сейчас следствие все еще продолжается. В настоящий момент мужчина взят под стражу. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы по статье за убийство. Такое же наказание ждет и другого подозреваемого по аналогичному преступлению, которое произошло уже в Якутске. Девушку на этой фотографии искали в течение недели. После обращения в полицию правоохранители установили личность подозреваемого, который позже признался, что убил и спрятал пропавшую. В день ее исчезновения они находились на одной из дач Хатынгюрьевского шоссе. Там между девушкой и молодым человеком возник конфликт, и подозреваемый ударил ее топором по голове, а впоследствии, осознав содеянное, спрятал тело в отдаленном месте дачного участка. В Якутии в год возбуждается в среднем 15 уголовных дел по без вести пропавшим. Большую часть из них находят мертвыми. Главной сложностью расследования таких преступлений, по словам следователей-криминалистов, является отсутствие самого факта убийства. Изначально именно фактуры нет у нас, когда мы начинаем расследовать такие уголовные дела. Со слов устанавливаем знакомых, родственников и так далее. Пытаемся выяснить, где его последний раз видели. То есть в этом случае мы именно ограничены в том, что мы не можем сразу осмотреть, допустим, место преступления. Тем не менее, раскрываемость таких преступлений 95%. Следователи настоятельно рекомендуют всегда сообщать о своем местоположении друзьям и родственникам, а в случае пропажи незамедлительно обращаться в полицию. Глен Бояркин, Денис Попов, Вести, Якутск.